І в гэтым, можа, маё шчасце. Не сорамна ні за адзін мой твор, напісаны і 50 гадоў назад, і 40, і 20, і напісаныя вот у наше апошняе дзесяцігоддзе. Вельмі складанае і вельмі нелёгкае для нашей литературы. Ну что сказать, что я больше люблю в своих творах? Такое питание часто задают на встречах, на творчих конференциях, читацких конференциях. Ну, як кажуть, у матери все дети. Я только хотела сказать. Все родные и все близкие. И также творы мне все близкие, все родные. Як і дочки, усі. Як і дочки, як і внуки. Значит, ну все-таки не, вот скажу щиро, ближей те, которые до властной биографии, до приватности тревожное счастье. Тревожное счастье – это, по сути, автобиографичная речь. И поэтому такая речь, которая не забывается, потому что некоторые там, допустим, там у «Добрый час», «Крыницы», я их не перечитывал, там 10-20 годов, и уже некоторых героев забыл, щиро признаюсь. В тревожном счастье ничего не забылся. Ни одного сказа, ни одного абзаца, ни одного героя, ни одной ситуации ничего не забылось, потому что это автобиографично. Ну и зачем уже автобиографичный, допустим, такая речь, как «Славься, Мария». После смерти Марии Филатовны я написала повесть про наше кохання, про нашу любовь, про наше життя, про наших детей. Это повесть